Про пишчики, чему заявилась идея расповести, это уже надо не для этого видоса, потому что у вас пишчики сухого, а сухим типу дає пожиттєву гарантію настрой свого пишчика. І он отут от снизу язичок, думаю, що ви бачите, отут от снизу язичок, сухі. А Петро, дай свій, будь ласка, пишчик. Давай покажемо наглядно на два. Да, вот тут вы можете бачить зараз два пищики. И вот этот вот, это шубрика, я зараз всем покажу на камеру и тут. Вот это вот сухого. У сухого снизу нитки. І ён мацуе язычок таким чином, что его адносна пішчыка, сам язычок, порухнуть немагчыма. Можно порухнуть только гумку настроечную, и все. А сам пішчык не порухнешь, потому что так можно сбить мензуру. Потому что, когда рухаете гумку, у вас меняется только вверх и вниз, вышиня, высокость и низкость гуку, але ўсё мензуры. Але когда вы порухнете сам язычок, то у вас поменяется мензура, будет вероятность того, что у вас, например, вверх будет высить, а низ будет нормальный. Ті наоборот. И с одного боку добра, потому что вы сюда не лезете, и майстер это гарантует, что он будет так працаваць. З іншого боку дрэнна, потому что когда вы что-нибудь делаете на концерте, ті 10 здарятся, и у вас там полова жалейки не строится, не будете ведать, что робить. Потому что вот гэты вот язычок, пішчык, ён дае магчымасць рухаць туды-сюды язычок. И коли что там отбывается там с жалейкой, там играете в вильготном поветре, ці что-нибудь такое, у вас просто меняются технічні характеристики самой жалейки, то треба менять мензуру. Тут вы не здолеете зробити нічого, кроме як розмотати нитки и поспробовать рухать язычок. Вот дзеля того, как ведаць, куды його рухать, хотелось бы записать еще один видосик и показать, что с гэтым можно робить.